Многочасовые очереди и скандалы. Так проходит прием в детской районной поликлинике Красногвардейского района в Крыму. Здесь не хватает специалистов, но и работать никто не хочет. Здание в любой момент может развалиться. Детали в сюжете. Почему они не говорят? Вот туда идите, ругайтесь, что вы здесь? Такие скандалы в детской районной поликлинике Красногвардейского района не редкость. У родителей маленьких пациентов не выдерживают нервы. В душном и тесном помещении ежедневно собирается сотни людей, чтобы попасть на прием к специалисту. Здесь и больные дети, и здоровые, которые рискуют заново заразиться. Я стою с утра, моя карточка вот здесь вот лежит, я до сих пор не могу пройти, потому что они либо сверху закладывают, либо кого-то своих пропускают. Но это просто... Мне слов просто нет. Но у меня знакомая проходила медкомиссию с ребенком. К одному врачу 3 дня приходила. Она пришла, очередь на улице заняла. Целый день простояла, прием закончился, потому что уже время, понятно, они тоже люди. Она пришла на следующий день, опять не успела. Она на 3-й день пришла к 7 утра, чтобы в обед сюда попасть. Раньше нормально было, а сейчас вообще уже. Тут до вечера стоишь. Ожидать приходится по несколько часов, но туалета для посетителей здесь нет. Причина очередей в нехватке специалистов. Один из 2 педиатров и единственный лор в отпуске. Заменяет их оставшиеся врачи. Люди вынуждены ждать, пока лор-врач выйдет из отпуска. Приходят на прием к участковому педиатру, который, естественно, не имеет права отказать, не может отказать. И смотрит лор-больных. Даем направление на стационарное лечение в детскую республиканскую больницу. Молодые специалисты ехать сюда не хотят. Условия работы здесь нечеловеческие, признаются врачи. Трещины в стене и прогнившие полы. Так выглядят здешние кабинеты. Это она вся заваливается. Вся заваливается. Я могу сделать тоже кабинет, несколько кабинетов уже за свой счет. Я уже договаривалась, за свой счет именно конкретно со специалистом мне сделают кабинет, 1-2 кабинета. Но опять-таки мы сделаем, оно опять все будет, но стена заваливается. Здание аварийно, рассказывают врачи. В прошлом году сюда приезжали представители Минздрава Крыма. Признали, что ситуация критическая, но ВОЗ и ныне там.